эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Крупная авария на федеральной трассе Лена. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в Алданском районе. По предварительным данным, 1 человек погиб. Расплескалась синева. 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. Жителям Ленска рассказали о льготах и соцпрограммах от государства. На собрании побывали и наши коллеги. Чуть меньше месяца остается до начала учебного года. К этому событию школы Якутска уже готовятся. Какие работы ведут в школе номер 16? Соединение будет везде. Ученые из Петербурга испытали новый передатчик, который поможет обеспечивать связь на хорошем уровне в арктических регионах. В начале выпуска о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Алданском районе. В 30 километрах от Томота столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Водитель микроавтобуса наехал на стоявший грузовик. 1 человек погиб и 10 пострадали. Всех пострадавших доставили в Алданскую центральную больницу. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 20 человек и 10 единиц техники. Прокуратура Алданского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на 786-м километре федеральной автомобильной дороги Лена с участием микроавтобуса Toyota Хайс и грузового автомобиля. Согласно данным оперативных служб, в результате ДТП погиб 1 человек. Есть 10 пострадавших, в том числе 4 детей в возрасте от 4 до 13 лет. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Согласно прогнозам синоптиков, август будет сухим, что усложнит борьбу с огнем. Так, в Алекминском, Верхневилюйском районах по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. Сегодня воздушное судно Б-200 работает на территории Верхневилюйского района. Самолет-зондировщик не привлекался ввиду низкой ресурсности облаков. Тем временем более 1000 огнеборцев, в том числе добровольцы из местного населения, локализовали 80 лесных пожаров. Тушится 42 лесных пожара. В данный момент 8 лесных пожаров уже локализованы. Привлечено 1600 человек. Вот и, как сказал, лесопожарное формирование, аварийно-спасательное, местное население. И 111 единиц техники. Сегодня до конца суток планируем ликвидировать еще 18 лесных пожаров. И за сегодня обнаружено 4 лесных пожаров. Ну, вот видите, погода опять теплеет, повышается грозовая активность. И вот у нас обнаружено 4 новых пожара. Но все-таки ситуация, конечно, не такая острая, как на прошлой неделе. Немного снизилась грозовая активность, поэтому количество обнаруживаемых пожаров ежедневно меньше пока. Увеличилось в последнее время количество желающих поступить на военную службу по контракту. При обращении в пункт отбора у гражданина уточняется наличие у него военно-учетной специальности и его уровень образования. Следом назначается должность гражданина. Отмечу, что при участии в специальной военной операции военнослужащий получает статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы и гарантии. Помимо социальных льгот и гарантий, при заключении контракта на срок от 1 года и более военнослужащему выплачивается единовременная денежная выплата по указу президента в размере 400 тысяч рублей, а также выплата от правительства республики в размере 450 тысяч рублей для граждан, проживающих на территории Якутии. В настоящее время граждане, которые поступают на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, имеют социальные льготы и гарантии. Основные из них – возможность приобретения жилья за счет Министерства обороны Российской Федерации через накопительную ипотечную систему, бесплатное обследование и лечение, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, предоставление служебного жилья или компенсация за найм жилого помещения, а также высокооплачиваемый и стабильный заработок. Глава Якутии встретился с героем Российской Федерации Игорем Юргиным, участником программы «Время героев» в качестве персонального наставника. Юргин после успешного завершения первого модуля программы проходит стажировку в органах государственной власти республики под личным управлением главы Якутии. Айсан Николаев и Игорь Юргин наметили план на следующий период стажировки, который включает в себя участие в совещаниях главы Якутии, руководителей региональных органов власти и знакомство с предприятиями республики.
Сегодня свой праздник отмечают те, кто служил и служит в воздушно-десантных войсках. Тысячи десантников достали свои голубые береты и тельняшки и вышли на улицы городов. Еще несколько лет назад 2 августа ассоциировалось у многих с купанием десантников в фонтанах. Сегодня же свой праздник обладатели голубых беретов проводят совсем иначе. Как именно, расскажет мой коллега Александр Хавренко. 2 августа на дорогах Якутска появляются десятки автомобилей с флагами, на которых изображены парашюты, а за рулем сидят мужчины в голубых беретах. Десантники отмечают свой праздник. Раньше, завидев на улице толпу в тельняшках, многие граждане старались перейти на другую сторону улицы. Но несколько лет назад имидж десантника и Дня ВДВ начал меняться. Мы, десантники, в фонтанах не купаемся. Это, я не знаю, кто там в фонтанах кирпичи, бутылки ломает. Таких у нас традиций, у нас нет. Десант никогда себя позорить не будет, то, что он такой. И нормальный десант, мы десантскую тему поднимаем. Постоянно вот в школах ходим, мы не говорим, что мы десантники такие в тельняшках, то, что купаемся в фонтанах. Нет, такого нет у нас. В 2020 году десантники отмечали 90-летний юбилей со дня создания их рода войск. И в тот год решили, что праздник – хороший повод для того, чтобы делать добрые и полезные дела. В какие-то моменты стали уже мысли появляться, что пора бы уже что-то отдельное делать. Вот, и потихоньку начинали. То есть изначально там приходили же и в мэрию, и в правительство. Там направляли, говорили, где помощь нужна. Вот, потихоньку двигались, и сейчас уже, да, уже более организованно все происходит. Это уже как традиция. Мы, и в другие праздники стараемся, не обязательно 2 августа. Мы вот к детям в семьи ездили, на Новый год подарки отвозили. У десантников завязались дружеские отношения с детским домом «Берегиня». Они заранее выясняют, чем помочь, и 2 августа приезжают к воспитанникам с подарками. И, конечно же, не забывают о семьях погибших братьев, к которым также приезжают на все праздники. Братство десантников – это кто служил в воздушно-десантных войсках, это особый случай, так скажу, потому что с самых истоков десантников нас учат, приучают командно жить, командно, то есть опереться на что и так далее. Все, как говорится, все действия делаются совместно. Поддержка друг другу, поддержка в мирной гражданской жизни, поддержка на войне, то же самое. То есть братство, оно в прямом смысле слова этого братства. Среди тех, кто 2 августа занимается социальными проектами, и совсем молодые ребята, демобилизовавшиеся пару-тройку лет назад, и те, у кого под голубым беретом головы, убеленные сединами. И все они несут гордое имя «Десантник» и хотят, чтобы при виде мужчин в беретах и тельняшках люди не переходили на другую сторону дороги, а приветливо улыбались. Александр Хавренко, Джелус Иннокентьев, Якутск. В водоемах Мирнинского района обитают 7 сотен видов организмов. К такому выводу пришли гидробиологи из Иркутска. 4-й год они совместно с экологами Алроса изучают водные биологические ресурсы в зоне деятельности компании. Исследователи обнаружили некоторые виды коловраток, водяных осликов и еще 350 невыявленных ранее представителей флоры и фауны. Гидрохимические пробы обрабатывают специалисты Института Якутнитроалмаз, биологические иркутские ученые. Исследования позволяют оценить биологическую продуктивность вод. Гидробиологи отмечают, качество водной среды повышается. Мы отбираем пробы более чем в 10 водных объектах. В Айхале, в Удачном, на Муне и в Мирном. Данное исследование в 2023 году было принято решение проводить на постоянной основе. Проведение данных исследований позволит нам оценить не только сезонные изменения, но и антропогенное возможное изменение рек Якутии. Образцы берутся из толщи воды, зоопланктон и фитопланктон. Это мельчайшие клетки одноклеточных водорослей. В свою очередь, они показывают состояние водоема. Когда в водоеме большое количество органики, происходит развитие фитопланктона, цветение водоемов. Если органики мало поступает и в водоеме все нормально, то этих клеток мало. Соответственно, из толщи воды также отбираются пробы зоопланктона. Это мельчайшие рачки, которые питаются водорослями.
Борьба с крысами продолжается. Управление Роспотребнадзора по Якутии отмечает, что с 2022 года количество обращений граждан на засилье Якутска грызунами увеличивается. Излюбленными местами их обитания являются контейнерные площадки, территория под многоквартирными домами, а также придворовые территории. Как бороться с грызунами, расскажет Вероника Таюрская. Война с крысами, мышами и прочими грызунами продолжается. Все они являются переносчиками кишечных, вирусных и бактериальных заболеваний. Управлением Роспотребнадзора Якутии были зарегистрированы единичные случаи зооантропонозов, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, лептоспироз. По данным специалистов в Якутске, в 2022 году было зарегистрировано 6 обращений. В 2023 году 18. За первое полугодие 2024 года зарегистрировали 3 обращения. Каждое из них отрабатывается Роспотребнадзором совместно с управляющими компаниями, пунктами торговли и общественного питания. Поступление таких обращений мы отрабатываем с управляющими компаниями, с пунктами общественного питания и торговыми объектами. Ну, что называется, точечно, да. И хочется отметить, что тут необходим комплексный подход, ведь хозяйствующие субъекты, эксплуатанты и владельцы контейнерных площадок, полигонов твердокоммунальных отходов, пляжей, парков должны при наличии грызунов проводить дератизационные мероприятия, которые направлены на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний. Для войны с грызунами специалисты используют различные предметы. Контрольно-истребительные площадки со специальным ядовитым клеем внутри, к которому приклеиваются грызуны, ОЗДС – специальный ультразвуковой прибор, отпугивающий крыс и мышей, а также контрольно-полевую установку, включающую в себя ядовитые таблетки. Мы сейчас обслужили дом МКД, называется, да, и жилой дом. Они заказали нам дератизацию. Дератизационные мероприятия по устранению грызунов, это крыс, полевок, мышей, с целью благополучия населения. Когда к нам поступает заказ, у нас происходит обследование объекта, это инженерно-техническое состояние дома жилого, если там трещины, с целью грызонепроницаемости туда грызунов, Как отмечают специалисты, рост числа грызунов может привести к увеличению числа особо опасных инфекционных заболеваний людей, ухудшению качества жизни населения. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Правительство страны дополнительно направит более 1 миллиарда рублей регионам Дальнего Востока на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Якутия получит свыше 114 миллионов рублей. Благодаря федеральному финансированию за последние 6 лет в регионах Дальнего Востока были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные. Ну а в Ленске представители районной и городской администрации, а также руководители Россельхозбанка рассказали жителям Чанчика о возможности газификации их населенного пункта и льготах, предоставляемых государством. На собрании побывала и наша съемочная группа. Микрорайон Чанчик Дальний. Сегодня здесь собрались и жители ближнего Чанчика. Поводом стало собрание, на котором обсуждался вопрос газификации их микрорайонов. До сих пор газ не был подведен в дома из-за недостаточного поступления заявлений в Сахатрансгаз от жителей. Подать его должны не менее 15 человек. Только в этом случае газовые сети предприятия проложат до отдаленных микрорайонов. Цель сегодняшнего собрания была, конечно, поговорить о том, чтобы газифицировать данные микрорайоны, развивать этот сектор, потому что здесь у нас находятся и социальные объекты, ну и, конечно, развитие нашего города без учета данных микрорайонов, считаю, невозможно. Заинтересованных мероприятием было много. Желающих подвести газ в свои дома тоже хоть отбавляй. Но, к сожалению, не все попадают по льготные условия. А без поддержки, признаются жители, не каждый сможет позволить себе это удовольствие. Газ в первую очередь, конечно, очень хочется иметь, потому что все зависит от отопления, естественно, здесь. Мы не попадаем по льготной, к сожалению, да, но, по крайней мере, что, сказали, что можно взять под очень низкий процент кредит. Мы понимаем прекрасно, что нужно самим двигаться. Как бы не может же администрация полностью обеспечить бумагу туалетную купить, да, то есть, грубо говоря. Поэтому кто хочет
тот подключит. Кто не может, помогут. Девушка не знала о действии льготного кредитования. Говорит, обязательно воспользуется. Управляющая банка подробно рассказала жителям об условиях программы и предложила помочь тем, кому необходимо. Эта субсидийная программа привлекает тем, что он 3,25% годовых. Срок выбираете от 6 месяцев до 60 месяцев. Да? Сумма от 30 тысяч до 700. То есть эти 700 тоже можно будет увеличить до 1 400 000. Максимальная сумма. Да? Эта сумма вполне, мне кажется, подъемная, да, чтобы какие-то масштабные уже ремонты себе запланировать. А вот Олеся Лучина попадает под все предоставляемые льготы. Она многодетная мама. Здесь на Чанчике у женщины дом, который она получила после наводнения 2001 года. Но проживает Олеся с детьми в благоустроенной квартире. Если бы был в доме газ, она бы давно уже переехала. Если был бы газ, я бы уже переехала в свой дом. И почему я приехала? Да, если есть помощь от администрации района, что нам подключат все оборудование, то мы с удовольствием переедем с детьми сюда. Здесь очень хорошо, природа, свежо. Рядом лес, грибочки, ягодки. Ну и плюс газификация мне будет очень легко. Не буду мучиться с дровами. Не хочется мучиться с дровами. Мы должны же войти, живем в 21 веке, но ходим по газу, а газов дома нету. Напомним, единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей могут получить малообеспеченные и многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, семьи участников СВО и ветераны боевых действий. В Ленске подключены к газу более 260 домов. В следующем году начнется газификация поселений Мурья, Бичинча и Батамай. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. С мая этого года Управление Федеральной налоговой службы по Якутии активно ведет разъяснительную работу с руководителями компаний и предпринимателями по налогам и авансовым платежам. Налоговые агенты обязательно должны предоставлять уведомления НДФЛ 2 раза в месяц. Их необходимо предоставить не позднее 25 числа текущего месяца и 3 числа следующего. Если выплаты работникам производятся только 1 раз, работодателю необходимо уведомить об этом. Самый удобный способ для предпринимателя – сформировать и отправить уведомление через личный кабинет индивидуального предпринимателя. Управление в целях информирования субъектов МСП о порядке заполнения и сроках представления уведомлений запустил акцию «Налоговый помощник. Научим заполнять уведомления легко и быстро». Акция ежемесячная и проводится на базе центра «Мой бизнес» в Якутске по адресу Кирова, 18, блок Б. В этом месяце акция будет проходить с 22 августа с 15 до 17 часов. Также в это время планируется запустить прямой эфир с официальной странички ВКонтакте управления, где налогоплательщики смогут получить консультацию по уведомлениям. Впервые в Якутске прошел форум «Линия» на базе Центра бережливых технологий Высшей школы инновационного менеджмента. Специально для этого приехали 16 спикеров из 6 регионов страны. На дискуссионных площадках участникам рассказали о нюансах эффективности управленческих процессов. А вот подробнее о форуме смотрите в следующем сюжете. Я думаю, что к концу года вы уйдете куда-то в шестерку. Чтобы совершенствовать свои профессиональные навыки, лучшие специалисты в области управления, образования и здравоохранения собрались вместе. В образовательных практиках особенно выделилась Республиканская клиническая больница, которая является образцом регионального уровня. В секции я расскажу про то, как развиваются бережливые технологии в нашей больнице. Бережливые технологии у нас развиваются с 2022 года. И благодаря нашему главному врачу Ольге Викторовне Татариновой это развитие у нас идет очень энергично, активно, потому что Ольга Викторовна, она лидер, который полностью вовлечен в процесс. Она очень нас поддерживает в наших начинаниях, и, соответственно, наши процессы улучшаются, укорачивается время ожидания, и мы достигаем своих целей, которые мы поставили. Участники в рамках форума прошли мастер-классы и стратегические сессии, а также заслушали доклады лидеров применения бережливых технологий. Так, в числе приглашенных почетных гостей на форуме выступил представитель энергетической госкорпорации. Поделился с коллегами и о новых направлениях, о наших новых проектах, связанных и с Министерством просвещения, и с мастерской управления «Сенеж», и с развитием обучения бережливым методам среди государственных служащих и муниципальных служащих. Тут мы работаем совместно с РАНХИКСом большим.
Значит, с большим удовольствием услышал, что ваш местный РАНХИКС очень хорошие результаты показывает. С удовольствием послушал коллег из Ставрополя и Сахалина, которые рассказывали свои лучшие практики. Согласно соглашению 2020 года между правительством Якутии и госкорпорацией «Росатом» в республике реализуется проект «Эффективный регион». Он направлен на улучшение процессов на предприятиях и ведомствах с использованием методов и инструментов бережливого производства из практик производственной системы «Росатома». Дарья Короленкова, Айсен Тарасов, Якутск. Ну а средства республиканского маткапитала «Семья» при рождении третьего или последующих детей теперь можно использовать для оплаты услуг стоматолога и ортодонта в лицензированных больницах России. Постановление об этом подписал премьер республики Кирилл Бычков. Это также включает оплату проезда ребенка и его сопровождающего. Такое право распространяется на всех детей до 18 лет, если у родителей есть сертификат. Изменения направлены на повышение доступности медицинских услуг и заботу о здоровье детей. С 1 сентября многодетные семьи смогут получить выплату на обучение. Меру поддержки ввели по решению главы республики. Помощь семьям оказывается однократно в течение обучения. Подать заявление можно будет через портал или в многофункциональных центрах. Основные условия для получения выплаты: студент должен быть ребенком из многодетной семьи, независимо от дохода. Обучение должно проходить в образовательном учреждении среднего профессионального образования. Специальность должна входить в утвержденный список востребованных профессий. Чуть меньше месяца остается до начала учебного года. К этому событию уже готовятся школы Якутска. Например, в школе номер 16 в первый класс пойдут более 100 мальчиков и девочек, а в целом начнут учебный год около 1200 учащихся. Сейчас в школе красят стены, комплектуют классы, приобретены новые учебники, отремонтирован кабинет психолога. Самым волнующим и проблемным вопросом была протекающая крыша. С потолка вода текла прямо в спортзал, что помешало проведению уроков физкультуры. Управление образования столицы направило 1 200 000 рублей на ремонт крыши. Вода уходила неправильно, постепенно вода в блоках скапливалась, что приводило к намоканию, значит, приводило к тому, что появлялась плесень. Мы своими силами расчищали, значит, убирали, красили заново. Но, допустим, даже осенью у нас сезон дождей закончился, и 2 месяца, даже когда уже снег выпал, вода все равно где-то из-под плит выходила, скапливалась и стекала. Так как была стяжка вся снята, как раз был такой, очень было жарко, надеюсь, плиты немножечко просушились, и будем ждать. Надеюсь, что да, ремонт нам поможет. Экспедиция из Петербурга успешно испытала в Якутии разработки в области связи в условиях арктических территорий. Тестирование гибридной сети прошло в самом северном поселке республики Тикси. Подробнее о разработках и о том, как шла экспедиция, расскажет Тимур Колмогоров. Третья арктическая экспедиция Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций прибыла на территорию Якутии 21 июля в составе 12 человек. В задачи экспедиции входило множество направлений, от испытания перспективных разработок университета до проведения экологических и историко-культурных исследований. Основной целью экспедиции было решение стратегических задач по развертыванию гибридной сети в арктической зоне России. Вот мы ее в рамках нашей экспедиции сумели развернуть, конечно же, в тестовом формате. Мы связали поселок городского типа Тикси, Санкт-Петербург, Самару, Смоленск, Архангельск. Таким образом, на практике показали, что на базе отечественного оборудования, в том числе разработанного в нашем университете, можно такую сеть разворачивать. Главным прибором испытания стал прием-и-передатчик Алиса-С. Основными особенностями данной разработки является его простота и мощность. Эффективная дальность действия сети 16 километров. Прием-и-передатчик можно использовать автономно. Заряда хватает на 2 дня работы. Использование нескольких таких приборов автоматически устанавливает связь между ними, образуя ретранслятор. Тем самым значительно повышается охват сети. Он был разработан специально для поселка городского типа Тикси. Здесь небольшая коробочка, которая может крепиться к стене или просто оставляться на столе. Здесь можно подключать либо батареи, либо через адаптер подключать. Устройство не требует абонентской платы, вы можете подключить любое устройство к нему, телефон, планшет, компьютер, и, соответственно, таким образом организовывать связь.
Кроме того, была протестирована мобильная наземная станция космической связи. Благодаря ей была проведена проверка мощности и стабильности сети в полевых условиях. Связь была отличная, на удивление. Я думал, что будет сильно хуже. То есть отношение сигнала шума у нас всегда было выше 10. Это достаточно хорошо. Также, в Москве у нас поднималось до 15, а в Тиксе было около 9. Это тоже хорошо. То есть сигнал идет хороший, качественный, прерывы связи не наблюдалось. Кроме основных исследований в области связи на территории Булунского района, прошли испытания биомедицинских приборов, беспилотных авиационных систем, а также участники экспедиции провели съемки документального фильма о жителях республики и ее природе, одной из частей которых стала территория Ленских столбов. Как только мы приехали в Якутск, буквально на следующий день мы отправились на Ленские столбы. Там мы провели целый день. У нас были проведены исследования по маршруту, во время маршрута, а также на самих Ленских столбах. Красоты, конечно, невероятные. Для нас, жителей средней полосы, это просто впечатление было восхитительное. После испытаний и доработки комплект приборов Алиса-С планируется в следующем году передать в Тикси для обеспечения связью социально значимых объектов. Тем самым это станет первым шагом для создания надежной сети связи в населенных пунктах Крайнего Севера. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. И последнее. Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» покажут на фестивале российского кино в Китае. Картину уже признали киносообществом. В копилке фильма Гран-при Чукотского кинофестиваля «Золотой ворон», а также Гран-при 7-го Якутского международного кинофестиваля. Показы будут идти в 3 крупных городах. Фильм представит режиссер Михаил Лукачевский. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных.